Хәерле көннәр. Без милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы тәмамлануга һәм Халыклар бердәмлеге көненә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Наша пресс-конференция посвящена завершению Года национальных культур и традиций и празднованию Дня народного единства. Безнең кунакларыбызны тәкъдим итәм. Натфуллин Дамир Данил улы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары, Кадыров Тимур Рафкат улы, Татарстан халыклар дуслыгы йорты директоры, Мифтахова Алсу Равил кызы, Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләр саклау ресурс үзәге директоры. Беренче соравыбыз Дамир Данилович сезгә. Әйтеп китсәгез иде, менә 3 ноябрьдә безнең нинди чаралар планлаштырылган һәм милли мәдәниятләр, гореф-гадәтләр елында төп вакыйгаларына тукталып китсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле пресс-конференциядә катнашучылар. Шул хәтле күп катнашучылар булганда бигрәк матуррак була бездә. Әлбәттә, иң беренчедән әйтеп китәсем китә, гомумән бу ел турында ул безнең өчен, мәдәният министрлыгы өчен һәм әлбәттә бүтән органнар өчен ул шундый махсус ел дип әйтергә була, чөнки безнең узган елда Россия Федерация күләмендә елы мәдәнияткә багышланган иде һәм быел безнең рәисебез исеменнән, Рөстәм Нургали улы Миңнеханов исеменнән игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде һәм без бу елы республика күләмендә 500-дән артык зур чара уздылар һәм алар арасында аларның мәгънәсе бу ел ул аеруча тирән мәгънәгә ия, чөнки безнең гореф-гадәтләр, безнең традицияләр ул безнең динебезнең, милләтебезнең нигезе дип санала һәм әлбәттә дөрестән дә бу ел безнең өчен бик мөһим һәм без ышанабыз, бу елдагы чаралар алар бик куанычлы итеп уздылар һәм әлбәттә киләсе елларда да бу без эшне дәвам итәрбез, ләкин бу ел 3 ноябрь көнендә безнең шул елга багышланган йомгаклау интеп чара дип әйтеп була. Ул безнең 3 ноябрь көнендә Казань Экспода булачак. Чарада 2000 артык катнашучылар көтелә һәм 1000-нән артык бөтен республикабыздан төркемнәр, ансамбльләр катнашачак һәм быел 3 ноябрь ул әлбәттә без онытмыйбыз безнең 4 ноябрь ул безнең өчен дә зур бәйрәм һәм шул чара безнең 3 ноябрьдә һәм мин әзрәк детальләрне сөйләп алам. Уважаемые участники пресс-конференции, в этом году Раисом Республики Татарстан объявлен Год национальной культуры и традиций. Этот год прошел под эгидой культуры, и в прошлом году в Российской Федерации был год, посвященный культуре. Конечно, это большая ответственность для Министерства культуры в первую очередь и для органов государственной власти, для муниципальных образований Республики Татарстан. В этом году в республике прошло более 500 мероприятий. В каждом муниципальном районе был утвержден свой план мероприятий по Году национальной культуры и традиций. И вот 3 ноября на площадке Казань Экспо пройдет основное мероприятие, которое достаточно объемное по своему содержанию. Мои коллеги более подробно расскажут о том, что будет происходить. Планируется участие более 2500 гостей на этом мероприятии. И более 1000 человек – это только участники, коллективы, которые примут участие
в это мероприятие. Мероприятие откроется с интерактивной программы, будет организована выставка миниатюры народных праздников, которые в этом году прошли под эгидой Года национальных культур и традиций. И по количеству участников, по отзывам уже сейчас можно подвести итоги и сказать, что в этом году национальные праздники прошли особо содержательно в плане, опять-таки, Года национальных культур и традиций, с углубленным содержанием нашей культуры и наших традиций. Конечно же, в первую очередь, одна из основных задач проведения всех этих мероприятий – это привлечение и вовлечение нашего подрастающего поколения и нашей молодежи к своей культуре и к своим традициям, к своему языку. Мы с вами прекрасно знаем и понимаем, что культура – это основа развития человека как личности, его дальнейшее самовыражение во многом зависит от того, как мы, как в семьях, как в воспитательном процессе дети будут вовлечены в это. Это, конечно, один из наших основных приоритетов, которые мы придерживаемся в этом году и будем придерживаться в дальнейшем. Также хочется отметить и сказать, что 4 ноября, в День народного единства, который также пройдет в Республике Татарстан и во всей Российской Федерации, состоятся мероприятия как части общефедеральных мероприятий, части мероприятий, проводимых в Поволжском федеральном округе, среди которых отдельно стоит отметить в этом году всероссийская акция состоится «Ночь искусств», которая состоится в ночь с 4 на 5 ноября. В этом году акция пройдет под девизом «Россия объединяет». По этому случаю учреждения культуры подготовили разнообразную праздничную программу. Традиционно ко Дню народного единства будут проведены следующие акции. Сейчас я их перечислю более детально. Как я сказал, Ночь искусств пройдет на всех наших основных площадках государственных музеев и музеев-заповедников. Программа культурных программ будет проходить также и в наших муниципальных районах, в городах Республики Татарстан. Отдельно хочется отметить, в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, созданный в сентябре 2018 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в 18:30 пройдет концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора. В муниципальных районах, в Елабужском муниципальном районе на базе Елабужского государственного музея-заповедника, который подготовил отдельную программу «Ночь искусств», в котором пройдет интерактивная программа в Музее современного искусства. Отдельно стоит отметить всероссийскую акцию «Большой этнографический диктант», которая 4 ноября пройдет во всей Российской Федерации. И много-много других мероприятий. День народного единства в этом году, в той геополитической ситуации, в которой мы сейчас находимся, конечно, особо важен для всех нас. Во время проведения специальной военной операции, сохранения единства нашего народа, нашего многообразного народа. И мы знаем, что только в Республике Татарстан у нас проживает 175 национальностей. И мы видим, как недоброжелателями осуществляются попытки раскачать ситуацию, раскачать то мирное сосуществование представителей разных национальностей, которые у нас мирно сосуществуют. И очень важно именно в этот день
напомнить еще раз нашим гражданам и показать всему миру наше единство, нашу сплоченность и на то, что несмотря на все вызовы, которые сейчас происходят, на все попытки исковеркать нашу историю, наши исторические факты, наша задача и подобными мероприятиями в том числе показать наше единство. И я надеюсь, я уверен, что мы все вместе это сможем сделать, и с вашей помощью в том числе. И наша задача сейчас быть едиными, объединиться, и победа будет за нами. Спасибо. Рахмат. Спасибо. Тимур Рафкатович, расскажите, пожалуйста, извините, о мероприятиях, которые пройдут в Доме дружбы народов. Хайырлы күн. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. На 4 ноября запланирован ряд мероприятий. На празднование 4 ноября, Дня народного единства, запланирован ряд мероприятий. И, как сегодня сказал Дамир Данилович, в основном все мероприятия будут проходить на территории Казань-Экспо. На Казань-Экспо будет несколько направлений уже с раннего утра. 3 ноября начнется там работа, там будут проходить и образовательные семинары, там будет представлена большая выставка разных культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Также там будут представлены и ремесла, традиционные ремесла наших народов. Будет проводиться большой этнографический диктант и гала-концерт фестиваля «Наш Дом Татарстан». Также хочется отметить, что там будет представлена выставка, которую организовывает Татмедиа, посвященная праздникам народов России. Будут представлены работы победителей. Ну, то есть этим я хочу сказать, что ожидается большая разноплановая программа, и всех уважаемых журналистов тоже приглашаем 3 ноября. Если говорить более подробно, хотелось бы рассказать вам о результатах проведения фестиваля «Наш Дом Татарстан». То есть это фестиваль, который начал проводиться уже с сентября месяца этого года. То есть фестиваль проводился в 3 этапа. Изначально собирались заявки. Хочется отметить, что в этом году очень активно наши муниципальные районы, разные национальные объединения принимали участие. Было подано 405 заявок. И приняли участие, и участников было почти 3000. Если быть точным, 2805 участников. То есть это говорит о востребованности фестиваля, это говорит о том, что у нас достаточно много коллективов, которые популяризируют культуру народов, которые проживают на территории республики. И среди всех участников у нас 155 лауреатов. Это творческих коллективов и отдельных исполнителей, которые будут награждены 3 ноября на территории Казань-Экспо. Что хочется отметить в этом году, разнообразие культур и народов, культур тех народов, которые проживают на территории республики. На фестивале была представлена культура 25 народов в этом году. И как раз гала-концерт фестиваля «Наш Дом Татарстан» будет проходить в Казань-Экспо, и все вы можете увидеть ту палитру, то многообразие культур, которые проживают, тех народов, которые проживают на территории республики, и уже те, кто не сможет попасть на сам концерт, будет возможность увидеть всю концертную программу в прямой трансляции. У нас трансляция будет на телевидении вестись. Также хочется отметить, что будет в этот день, 3 ноября, проводиться большой этнографический диктант на территории Казань-Экспо. По сути, диктант будет проводиться по всей республике. Большой этнографический диктант проводится по всей республике. Все муниципальные районы сейчас регистрируют свои площадки в этой федеральной акции. Диктант будет посвящен культуре народов России.
Диктант будет проходить в формате тестирования. И в этом году мы планируем, что в Казань-Экспо у нас напишут диктант более 1000 человек. Это только в одном Казань-Экспо. Рахмат. Асуравиловна, 3 ноябрьдә булачак вакыйгалар хакында әйтеп сөйләп китсәгез иде программасы хакында. Ну, я в целом хотела бы добавить, что этот год он был насыщен яркими событиями, фестивалями, и республиканские праздники, они уже проходят на более высоком уровне по трансляции каждой культуры, и по охвату, охват увеличивается в разы. Одно из ярких событий, которое было вот по поручению министра культуры Радхвизяны Аюповой, это объявление конкурса «Культурная столица Татарстана». И в этом году у нас приняло 43 муниципальных образований в этом конкурсе участие. Охват это уже более 33 тысяч. Действительно, на 12 площадках города Казани, то есть проходит у нас представление культуры каждого муниципального района. Это выставки, ярмарки народных художественных промыслов, интерактивные площадки с фольклорными коллективами. И даже предприниматели устраивают свои ярмарки. Каждый район показывает все то, что есть необычного на их территории. И каждая локальная особенность, она видна. То есть каждое мероприятие, оно проходит сейчас аншлагом. У нас практически нет свободных мест, и уже люди стоят за свободными билетами. То есть это очень нас радует, потому что мы считаем, что этот проект удался, и он, как бы, наверное, будет у нас продолжен. То есть в каком-то... А самое главное, что объявление победителя конкурса «Культурного столицы», он будет на территории вот, Экспо 3 ноября. Так, и что я хотела еще сказать по поводу того, что пройдет в рамках Экспо, то, что вы увидите вновь. То есть помимо того, что у нас будут интерактивные площадки республиканских праздников, также мы представим вам вышитую карту Татарстана, но мы представим ее не так, как представляли 23 июля, это была одна карта. Там будет представлены 2, потому что их делали 2. И 2 на 3, и 3 на 5. И все, кто принимал участие, это более 150 человек с районов, все мастера вышивальщицы, они тоже приглашены на это мероприятие. Со всеми можете познакомиться и взять у них интервью. Далее будут подведены итоги ремесленника года. И тоже будет организована выставка из изделий мастеров народных художественных промыслов. Это будет совместное с Национальным музеем Республики Татарстан, где мы с одной стороны представим уже утраченные промыслы, где-то экспонаты, которые были сделаны очень давно, и с другой мы представим современное видение наших мастеров декоративно-прикладного искусства. Ну, деловая программа уже вот озвучена была, поэтому здесь она будет тоже достаточно насыщенная. Там будет и круглый стол мастеров народных художественных промыслов, и для культурно-досуговых учреждений, для библиотек, для музеев. То есть для каждого учреждения будет представлена собственная деловая программа. Также я хотела бы благодарить всех представителей средств массовой информации, потому что в этом году освещение вот этих традиций и мастеров народных художественных промыслов, оно было очевидно больше, потому что обращений в наш центр было очень много. По даже пресс-туру, который прошел в поселке городского типа Алексеевска 23 октября, то есть был большой отзыв и от вас, и от жителей, и от мастеров, и от фабрики, на которой вы тоже были. И следующие пресс-туры, они запланированы в город Бавлы. Там вы посетите усадьбу Гончарный дворик Бавлинского района, посещение мастерской «Живая» усадьба у вас будет, посещение Балтасинский район, следующий выезд будет, это Ива мебель, наше лозоплетение. И Высокогорский район, село Емашурма, но там мы хотим уже совместить с открытием музея, который
ну, вот в этом году открывается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Туран-Арт». Вот. Что еще хотелось добавить? Так. В этом году еще, ну, как бы одно из ярких событий, я считаю, самое такое, это наш фестиваль, прошедший, который был «Возрождение современного прочтения», где тоже как бы все средства массовой информации были, но вот он является, мне кажется, тем большим, огромным событием, ярким, которое прошло в год сохранения наследия. Но для нас, конечно, это не закрытие года в большей части, да, это итоги. В следующем году мы, соответственно, эту работу продолжим, и учитывая ваш интерес, интерес как бы жителей республики, я думаю, что в этом направлении мы будем работать еще больше и узнаем много интересных фактов, которые хотят знать жители. Вот. Все. Рахмет. Спасибо. Сұрауларыңыз бар ма? Пожалуйста. Здравствуйте, Бизнес Онлайн. Я вот хотела задать вопрос такой по поводу ЦУМа, в котором должны разместить центр ремесленников. Вот на каком этапе сейчас находится проект, когда будет открытие, есть ли какие-то приблизительные сроки? Вот в этом направлении хотелось послушать ответ. Спасибо. Не совсем в тему, но вопрос насущный. Вопрос хороший. В настоящее время идет процесс проектирования. Согласование концепции в Да. целом, да, то есть и наполнением контентом, то есть пока эти процедуры проходят, я думаю, что они вот за месяц-два уже пройдут, и потом уже будет, что как бы вот о чем говорить средства массовой информации, да. То есть проходят и экспертные сессии, но мы думаем, что где-то к концу года, да, уже понятная концепция о том, что там будет. Объект очень серьезный и расположен в серьезном месте. Мы на него большие надежды возлагаем. В том числе стоит задача вернуть былую славу Центрального универсального магазина. Если кто помнит, это в свое время это был действительно центральный магазин, когда все жители столицы приходили туда. Я свое детство помню, пили молочный коктейль в кафетерии. Вот. И сейчас задача вернуть в современном облике, вернуть те традиции, вернуть традицию жителей и гостей столицы при посещении города Казани обязательно посещать ЦУМ. Вот. И с этим связано, что решение по концепции, оно рассматривается со всех сторон, проводятся экспертные сессии. Важно именно на стадии концепции и идеологии содержания не ошибиться, чтобы получить ту цель, ту задачу, которую мы хотим достигнуть. Спасибо. Рахмет. Бар ма сұраулар? Айы. Халыклар дуслыгы йорты директорын беренче тапкыр күрәм пресс-конференцияда. Аңа сорау бирим әле. Сіз не шляп шулай ерап отырдыңыз, Гөлзара Миллион. Сізді көріп та булмай. Ярар күренәм. Якынрак отырыңыз. Сезнең яңа эшкә килүегезнең нәрсә үзгәрәчәк, нинди яңа концепция тәкъдим итәсез? Халыклар дуслыгы йорты ниндидер бер яңарыш кичерәчәкме сезнең белән? Сұрағыңыз үшін зор рахмет. Яңалықтар бойынша мен ойлаймын, бірер пресс-конференция әзірлейбіз. Если в целом говорить о деятельности Дома дружбы, направление работы для меня не новое. В этом направлении по работе с национальными культурными автономиями я уже занимаюсь более 10 лет. Был руководителем молодежной ассамблеи народов Татарстана. Сейчас, я думаю, мы все вместе проведем День народного единства 3 ноября, а по развитию по развитию Дома дружбы народов и по деятельности Дома дружбы мы постараемся и
Мы проведем также, вот, как Дамир Данилович говорил, и ряд стратегических сессий, экспертных сессий, и результаты, я думаю, вы увидите, или, возможно, мы также проведем отдельную пресс-конференцию в Доме дружбы, кстати, которую мы планируем вместе с Министерством культуры. Мы тогда можем сейчас анонсировать, что будет один из пресс-туров в Дом дружбы, посещение журналистами, и там мы подготовим ответы на все интересующие вас вопросы. Спасибо. Рахмет. Бар мы тағы сұрауларыңыз? Да, пожалуйста. Да, вот вдогонку Тимура Равкатовича хотелось бы спросить, все-таки вот вы как новый руководитель Дома дружбы народов как-то отреагировали на потасовку в Зеленодольском районе между мигрантами из Казахстана и Туркменистана, которые устроили драку, и вот вы поговорили с представителем диаспоры, может быть, вот в этом направлении какая-то работа профилактическая, возможно, ведется. Вот что вы делаете? Спасибо большое за вопрос. Как, в принципе, наверное, но, по-моему, как раз в «Бизнес онлайне» писали о том, что за день до этой потасовки, за день до этого конфликта состоялось выездное заседание Ассамблеи народа Татарстана в Алексеевском районе, где вопросы адаптации мигрантов как раз были на повестке и обсуждались. После того, что произошел вот такой конфликт, мы непосредственно в этот же день, после того, как мы узнали, да, что произошел такой конфликт, мы непосредственно в этот же день переговорили и провели встречу с активом казахской общины, туркменской общины, недопустимости проведения, решения вопросов, каких-либо вопросов подобным путем, силовым методом. Здесь у нас непосредственно разрешение этого вопроса, разрешение этого конфликта общины наши включены, они в курсе событий, и профилактическая работа, она у нас, информационная работа, она велась и до этого, и сейчас эта работа усилилась, активы этих общин, ну и не только этих, активы национально-культурных общин ведут разъяснительную деятельность, разъяснение законодательства Российской Федерации и позицию властей Российской Федерации о недопустимости решения конфликтов силовым путем, и призываем всех иностранных граждан, мигрантов, если возникают какие-либо предпосылки каких-то конфликтам, решать эти конфликты мирным путем, непосредственно решать эти конфликты можно в Доме дружбы. У нас примеров таких было много, когда мы за круглым столом собирались с представителями разных национальностей и обсуждали те зачатки каких-то конфликтов. Но здесь хочу отметить, что этот конфликт произошел исключительно на бытовой почве, не по национальному признаку, не на основе межнациональной розни. В принципе, и мы можем говорить, что в Республике Татарстан у нас не происходит конфликтов на национальной почве, там какому-то национальному экстремизму. Здесь произошел бытовой конфликт. Просто среди представителей граждан иностранных государств. Рахмет. Аюш. Дил журналы Дамир әфәнде, минем сорау сезгә. Быел түгел, 2нче елга белгәнебезчә, безнең Каюм Насыйриның 200 еллыгы. Менә әлеге уңайдан сорау. Каюм Насыйри музееның директоры алышынды. Әйме? Әле ул киң җәмәгатьчелеккә минем белүемчә тәкъдим ителмәде. Һәм минем беләсем килә, Каюм Насыйри музеенда ремонт ясаламы. Һәм ул февраль айына ясалып та бетмәсен дә. Чөнки әлеге музей зур ремонт сорый дип беләм. Шул турыда да аңлатып китегез әле. Бик зур рәхмәт сорау буенча. Безнең тагын әйтеп китәргә кирәк, Зеленодольск районында, Ачысары авылында Каюм Насыйри музее бар, һәм аның хәле дә бик яхшы түгел. Һәм шул тарафтан киләсе елда хәзер вакытта план төзелә, аерым мөстәкыйль
план булачак, ул менә юбилей буенча чаралар уздыру. Һәм әлбәттә бу чараларда Казан музее да һәм АЧСР да урнашкан Каюм Насыйри музее, без аны кертергә планлаштырабыз. Төгәл итеп әйтә алмыйм, чөнки хәзерге вакытта үзегез беләсез, ситуация иң яхшы түгел, ләкин шул ук вакытта бу эшне дәвам итәргә кирәк. Мин Юк, но безнең бит бар Академия наук, безнең бар Зеленодольскийда музей. Һәм соңгы тапкыр бер 10-15 ел, минем хәтеремдә шулай бит, 15 ел элек соңгы ремонт ясалган иде Каюм Насыйри музеенда, даже 17 ел элек. Һәм мин уйлыйм, киләсе елда анда төгәл итеп әйтә алмыйм, проект ясалган иде бугай. Ләкин финанслау мәсьәләсе хәл ителмәгән хәзерге вакытта. Ләкин без һәр хәлдә тырышырбыз юбилей елында бу музейны хәлгә китерү. Ярыймы? Рахмәт. Рахмәт. Да, еще вот один снова вопрос, да, Дамира Даниловичу хотела вот задать. Вот мы подводим итоги года национальной культуры и традиций. Вот, может быть, тезисно вы смогли бы назвать какие-то главные итоги этого года? Может быть, какие-то фестивали бы отметили, какие-нибудь спектакли, оперные, балетные, неважно. Вот, на ваш взгляд, на какие важные моменты нужно обратить внимание? Возможно, мое мнение будет субъективным, но вот если проранжировать все мероприятия и поставить что-то на первое, на второе, на третье место, я бы, наверное, все-таки в первую очередь сказал о проекте «Культурная столица». Это выезды муниципальных районов в город Казань и выступления их на государственных площадках. Этот проект имеет давнюю историю, он был очень популярен в советское время, даже в 90-е годы, в первой половине 90-х годов. В чем значимость этого проекта? Он позволяет горожанам не забывать о селах, не забывать о своей родине. У многих у нас родина – это деревни, это муниципальные районы. Это в первую очередь коммуникативная площадка, где землячество, где жители из района могут встретить, увидеть знакомых, познакомиться или вспомнить еще раз для себя традиции своего поселения. А ведь мы знаем, культура настолько многогранна, что даже внутри наших муниципальных районов, внутри наших сельских поселений есть свои элементы, которые идентифицируют или обозначают свой район. И важно, чтобы гости приходили на эти мероприятия. И этот проект, когда он был сперва задуман к возобновлению, были разные мнения, но сейчас уже, подходя, у нас сегодня, по-моему, состоится последний концерт, честно скажу, не все главы муниципальных образований с восторгом восприняли эту идею, но в процессе и видя вот сейчас результаты, к которым мы приходим, когда появляется некое такое здоровое соперничество между районами, и мы видим статус мероприятия, практически на каждое мероприятие приезжает глава района, и мы видим полные залы, и где-то приходится менять площадку в связи с тем, что желающие, не все желающие могут попасть. К нам приходит понимание, что этот проект востребован, он нужен, и его обязательно нужно продолжать в дальнейшем. Если говорить о втором месте, здесь, наверное, я бы отметил проект «Вышитая карта». Да, не мы стали инициаторами или теми, кто этот проект придумал, он был придуман нашими коллегами в Республике Чувашия, но то, что мы его реализовали в этом году, да, мы помним, у нас презентация в августе месяце, 23 июля состоялась презентация, я думаю, об этом проекте все наслышаны. Это когда каждый район республики сделал свою вышивку, которая присуща
своему муниципальному району, и мы получили такую общую обширную карту. И на третьем месте я, наверное, отметил наши национальные праздники, которые в этом году, они все-таки отличились более глубоким содержанием, и по охвату и по заинтересованности населения, по количеству участников цифры достаточно серьезно превосходят прошлые годы. Просто очень важно сейчас ту планку, которая была поставлена в этом году, и вот эти вот идеи и проекты, которые были успешно реализованы, их сохранить, где-то модифицировать, где-то внести, провести работу над ошибками, но обязательно продолжить в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. Рахмат. Айя. Асурабилна әсес тагын Дамир Данилович ниндидер әйтеп бетермәгән ниләр калдымы? Менә бу елда булган значимый мероприятиялар. Ну, я соглашусь, что это была культурная столица, вышитая карта Татарстана. Ну, еще я добавила бы наш фестиваль «Возрождение по современным прочтениям», который прошел в Болгаре. То есть это одно из ярких событий, я считаю, что его нету аналогов нигде. То есть в том формате, в котором он прошел, и насколько это было вот интересно в качестве того, ну давайте добавьте. Да, с разносторонне, так скажем, он прошел, и территория вот эта вот Болгара, она вообще сыграла свою роль, и, конечно, это было очень здорово. Вот. Единственное, я забыл об этом мероприятии, я бы его тоже где-то на первое место, наверное, поставил. Единственное, я бы добавил, именно в мероприятии «Эпос» было очень важно, это география. У нас в фестивале приняли участие коллективы из регионов Российской Федерации, из зарубежных стран. Я не знаю, кто из вас присутствовал. Был замечательный показ. Мы открыли для себя новую площадку «Ханский дворец» для показа. И действительно участие модельеров из Катара, из Саудовской Аравии. Ну, я думаю, вот если брать по статусу и по охвату в глобальном смысле, да, вот в год национальных культурных традиций, конечно, несомненно, здесь, наверное, лидерство за этим мероприятием. И, конечно, нельзя не отметить, что это произошло в год национальных культур и традиций, и это непосредственно имеет отношение к межкультурному диалогу, это включение обсерватории Энгельгарда в список объектов ЮНЕСКО. Да, это навсегда войдет в историю, и это также серьезное мероприятие этого года. А можно вот уточнить, фестиваль Возрождения в 2024 году будет иметь продолжение? Вообще думаю, оно да. запланировано, продолжение, да, да. но Оно, конечно, связано с серьезными ресурсами, но мы знаем, что нас поддержала и Федерация в прошлом году. президентский да, фонд культурных был инициатив, да. Президентский фонд культурных инициатив. И видя результаты этого года, несомненно, мы будем все делать для того, чтобы этот фестиваль состоялся и на следующий год. Спасибо. Рахмат. Сұраулар жоқ. Если нет Да, вопросов, добавьте. можно еще для журналистов, наверное, просто интересно же, когда с цифрами пишут, подают информацию. Просто хотелось бы еще раз акцентировать внимание на большом этнографическом диктанте, потому что это уже международная акция, да, то есть признанная. Просто хотелось бы просто еще по цифрам освежить, чтобы, может быть, тоже вам понадобится эта информация и для того, чтобы осветить эту информацию. Если мы возьмем динамику участников по Российской Федерации и миру, эта акция началась в 2017 году, проведение акции, да, и тогда приняло участие 367 тысяч человек, и уже в прошлом году приняло участие в 2022 году, да, приняли участие более 4 миллионов человек, а если быть точным, 4 миллиона 76 тысяч.
Это из всех регионов России и более 120 стран мира, что говорит как раз о востребованности изучения вопросов, о востребованности вопросов межкультурного диалога и о том, что эта акция проходит не только на территории России, и она востребована здесь, в России, то есть эта акция востребована по всему миру. А если говорить по Республике Татарстан, то в прошлом году было организовано 192 площадки, и в них приняли участие более 10 тысяч человек. В этом году показатели мы рассчитываем увеличить. Спасибо. Рахмат. Нет вопросов. Единственное, я в заключение все-таки хочу сказать слова благодарности средствам массовой информации, присутствующим здесь и которые нас сегодня смотрят. Успех и результат в настоящее время любого проведенного мероприятия зависит от того, как оно анонсировано, вовремя ли оно анонсировано. Мы многое чего поняли в этом году, что если проводишь серьезные мероприятия, то анонсировать его нужно не за месяц, а за 3 месяца. И понятно, что именно успех и результат зависит от того, насколько сплоченно мы сработаем со средством массовой информации как одной командой. Поэтому от Министерства культуры выражаю благодарность всем представителям средств массовой информации, которые принимали участие в анонсировании мероприятия Года национальной культуры и традиций. Рахмат. Ну вот как раз к теме того, что нужно все говорить заранее, я тоже хочу сказать заранее, что в следующем году мы определены Министерством культуры Российской Федерации, определены площадкой проведения детской фольклориады, которая пройдет у нас ориентировочно в июне, то есть она будет не менее важным событием, поэтому вот тоже мы в течение полугода можем знакомить вас с теми фольклорными коллективами, которые к нам приедут, и далее как бы уже перейти к основному мероприятию. Спасибо. Тимур Рафкатович, вы тоже можете анонсировать. Тогда добавим, раз пошла такая гулянка. Одно из важных мероприятий, которое хотелось бы отметить, аналогу которого нет на сегодняшний день в Российской Федерации. Это мероприятие было проведено 29 августа. 29 августа в Казанском Кремле были презентованы костюмные комплексы традиционные костюмы народов Поволжья. Выставка была запланирована только до конца сентября месяца, но учитывая потребность и востребованность этой выставки, честно скажу, очень много людей сейчас посетили эту выставку. За 2 месяца выставку посетили более 5000 человек. Это говорит о том, что эта выставка традиционных костюмов вызывает большой интерес. И хотелось проинформировать о том, что выставка у нас работает до конца новогодних праздников. Там до 12 января, по-моему. Поэтому те, кто еще не посетил эту выставку, всех приглашаем в Казанский Кремль. И сейчас мы, организаторы Министерства культуры, планируют дальше продлевать, развивать этот проект, это направление, потому что и наши каталоги, которые мы создали, непосредственно Министерство культуры, сейчас востребованы по всей России. Нам постоянно приходят письма, чтобы мы направили эти каталоги, которые были созданы, в которых все костюмы народов Поволжья, традиционные костюмы были расписаны, как эта выставка создавалась. Поэтому большая востребованность и большой интерес к такому проекту, который нам послужит на будущие годы при пошиве и костюмов, вот как мы видим, для всех творческих коллективов нашей республики. Точно, еще одно мероприятие, претендующее на первое место, о котором я забыл упомянуть. Действительно серьезный проект. Здесь огромная благодарность Департаменту внутренней политики и Русскому национальному культурному обществу. Это серьезная работа, и она серьезна своей научной основой. То есть
под каждый костюм, под каждую работу проводились экспедиции, выезды в районы, в краеведческие музеи, в муниципальные музеи, и материал собирался по крупинкам. Да, это вот, ну, очень важно на самом деле. Спасибо. Рахмет. Сұраулар болмаса матбугат конференциясын тәгәллибез. Завершаем пресс-конференцию. Зор рахмет Марғызға да. Рахмет. Зур рахмет.